Брэсцкі тэхнічны універсітэт – адна з вядучых ВНУ рэгіёна. Тут навучаюцца 7,5 тысяч студэнтаў практычна па ўсіх накірунках, якія сёння запатрабаваны на рынку працы. Гэта спецыяльнасці будаўнічага, машынабудаўнічага, экалагічнага, эканамічнага профілю, IT-тэхналогій. Усе 100% выпускнікоў універсітэта атрымліваюць першыя працоўныя месцы, у многім дзякуючы цеснаму ўзаемадзеянню ВНУ і мясцовай улады. В первую очередь местные органы власти ориентируют нас потребности, которые существуют на сегодняшний день в нашей отрасли. Естественно, мы ориентируемся на эти потребности, планируем наборы. Ну и я думаю, что такое взаимодействие как раз и дает результаты того, что у нас нет невостребованных специалистов. Магчыма, таму падчас сустрэчы з кіраўніком вобласці Анатоліем Лісам ад студэнтаў не прагучала раней традыцыйных пытанняў наконт запатрабаванасці на рынку працы і працаўладкавання. Але ў цэлым сацыяльна-эканамічнае становішча ў рэгіёне будучых спецыялістаў галіны эканомікі бясспрэчна цікавіла. Пацверджанне таму пытанне наконт развіцця трансгранічнага супрацоўніцтва, лагістыкі, прамысловасці. У нас нет крупных предприятий, таких, допустим, как есть в других областях. Нет МАЗа, БелАЗа. Мы сегодня стремимся в Пинске, такое крупное предприятие Кузлитмаш было, и у нас есть договоренность о том, что мы с БелАЗом там будем делать хороший инвестпроект по выпуску новых видов продукции. У размове пра будаўніцтва новых прадпрыемстваў удзельнікі дыялогу не маглі не закрануць хвалюючае сёння берасцейцаў пытанне будаўніцтва аккумуляторного завода и яго ўздзеяння на экологию. Но я еще раз вам гарантирую, что никто, ни одно такое предприятие, которое будет, влиять на здоровье человека и на окружающую среду, оно работать не будет. Независимо, построено оно, не построено оно, старое или новое. Вот в этом здесь наша должна быть роль, что мы должны следить за этим. А говорить, что не надо аккумуляторы сегодня производить в Республике Беларусь, что мы будем покупать их в Польше, в Германии и так далее, это неправильно. Нам нужны высокотехнологические предприятия, но они должны соответствовать всем стандартам. С этим я с вами согласен. Пацікавіліся студэнты і пытаннямі развіцця спорту ў рэгіёне, будаўніцтва ў Брэсце, Макдональдса і аквапарка. Конкретно в строительстве аквапарка мы такой заказ не осуществляем, но можем его рассмотреть, если будет инвестор. Если будет инвестор с предложениями, что вот он хочет взять участок земли, построить там аквапарк за свои деньги. Мы такой проект можем рассматривать. Пока таких желающих нет. Развітваючыся са студэнтамі, кіраўнік вобласці падзякаваў за цікаўнасць. Гэта значыць, што моладзі неабыякава, чым жыве рэгіён. Больше всего запомнился вопрос про нашу экономику. Мне было интересно узнать, куда именно я могу направить свои знания, которые приобрела в этом университете. Я планирую свою карьеру продолжить в Бресте, Брестской области и устроиться в какую-нибудь фирму, которой будут необходимы такие специалисты, как я. Так как я экономист и очень много вопросов по поводу нашей экономики, в принципе, ситуации в стране, они озвучивались. То есть было действительно интересно послушать. Информация была достаточно полезной и было задано много вопросов, которые, в принципе, интересовали как наших студентов, так и, в принципе, жителей нашего города, и я считаю, что это была очень полезная информация. На працягу гэтага навучальнага года кіраўнік вобласці Анатоль Ліс наведае і студэнцкія аўдыторыі іншых вышэйшых навучальных устаноў рэгіёна. Людмила Салзина, Тайгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».